Я хотел бы немножко подискутировать в данном случае и вступить в некоторую такую полемику с уважаемым Петром Николаевичем по поводу двух основных аспектов. Ну, во-первых, я думаю о том, что образовательный процесс сегодня не может обойтись без этих информационных каких-либо технологий, без этих виджетов, гаджетов и так далее, и это является, в общем-то, реальностью. Студенты их применяют, конечно, иногда, возможно, они слишком полагаются на них и так далее, но, по-моему, сейчас должны немножко меняться вот эти вот определенные какие-то наши усилия по поводу того, что такое вообще студент и как он должен учиться. Я думаю, что сегодня студент это не просто какая-то губка, которая накапливает себе должна, да, какие-то вот эти вот знания, там, умения, навыки и так далее. Это не просто какая-то сумма знаний, да, как раньше мы представляли, да, какие-то точные, выверенные какие-то теории, там, захватывать концепции там, и так далее. А он должен уметь учиться, прежде всего. Вот я хочу поблагодарить своих профессоров за то, что когда-то меня именно этому научили находить информацию, нужную информацию. Если вот, например, мне необходима какая-то информация, я очень быстро могу, например, в своей библиотеке достать ту книжку, которую нужно открыть на той странице, которую нужно, и найти ту мысль, которая мне нужна. То есть в этом отношении я думаю, что студентов надо научить искать эту информацию, правильно искать и находить их. Потому что не секрет, что в основном они отсюда не там, где нужно, а в основном это всякие эти социальные сети, которые, в принципе, не приносят никакой пользы. А вот научить их искать, находить эту информацию, вот чему мы должны учить. Это во-первых. Ну, второй аспект по поводу вот, поступления там, в вузы и так далее. Я могу немножко вот, поделиться опытом. В этом году я работал именно от департамента по экономико-правовому и гуманитарному образованию. Я считаю о том, что у ЕГСХ всегда есть свой электорат, скажем так, по-политически, да, есть свой абитуриент, который целенаправленно идет поступать в ЕГСХ. Ну, по поводу мотивации тут могут быть очень различные мнения, но все-таки свой студент у нас всегда был и сейчас есть. И вот несмотря на то, что действительно сейчас очень сложно у нас с аккредитацией по поводу вот этих экономических там, специальностей и так далее, все равно приходили их родители, старшие, их там братья, сестры, которые говорили о том, что мы закончили ЕГСХ, и мы хотим, чтобы он поступал именно в ЕГСХ. И поэтому я считаю о том, что у ЕГСХ все-таки есть свой вот этот кредит доверия, он еще не исчерпан. И я думаю о том, что мы сейчас должны работать над тем, чтобы наращивать вот этот кредит доверия и действительно постараться сделать так, чтобы образование ЕГСХ было востребованным и соответствующего уровня. Вот это я хотел сказать. Видимо, тут мы больше всего говорим не о том, ну, немножко о других вещах. В общем-то, конечно, там, пользоваться телефоном, находившись там в социальной сети, во время занятий, конечно, это предосудительно. И в этом отношении я не это имел в виду. Я немножко иное. Я имею в виду вообще вот общий такой процесс, такой образовательный. А так, конечно, надо, видимо, применять определенные какие-то там кодексы этикетные, согласно которому, скажем, можно было бы оборудовать какие-то там кармашки для этих телефонов, с тем, чтобы они оставляли эти телефоны тогда, когда доходят в аудиторию. Ну, в принципе, в каких-то вот учебных заведениях я знаю, что есть такое. Ну, правда, таких полузакрытых, да, там, ЛВД, там, и так далее, они когда заходят, они действительно свои телефоны оставляют. Ну, вот с этической точки зрения, конечно, это, наверное, так, но, с другой стороны, все-таки надо тут говорить еще и о том, что действительно пришло уже другое поколение, они уже, и мы немножко тоже впрягаемся в это, и поэтому мы тоже не можем представить свою жизнь уже без сотовых телефонов, когда теряешь сотовый телефон, такое чувство, как будто, я не знаю, там, голову потерял, ну, не голову, хоть книжку уж точно потерял. И это тоже есть такой момент. Ну,
поэтому это, в общем-то, вполне возможно. Но надо сказать, что у студентов сейчас в основном такое клиповое сознание. И вот эта клиповость, она не дает возможности глубоко постигнуть материал, который мы проходим. Нам очень сложно, особенно вот по гуманитарным каким-то дисциплинам, особенно там по философии, социологии, как-то глубоко. Они в основном такие верхогляды. И этому способствует, кстати, вот это тестирование, которое введено везде. Оно не дает возможности думать, задумываться над какими-то там вопросами, проблемами, событиями, явлениями и так далее. И поэтому это несколько меняет само восприятие дисциплины, в том числе философских, социальных каких-либо процессов там, и так далее. И вот это вот я хотел это сказать. Ну, по поводу вот социализирующей, конечно, это одна из основных, наверное, таких функций образовательного заведения, но, с другой стороны, есть еще просто социальная функция. И эта функция, особенно всерьез, когда у нас кризисные явления есть в экономике, в обществе, оно еще более становится востребованным. Почему? Потому что в какой-то мере мы удерживаем этих студентов. И мы часто забываем об этом. Мы очень часто говорим, там, денег нет, там, и так далее. Но, с другой стороны, вуз является определенным сдерживающим фактором очень большой массы вот этой молодежи, которая не находит себе места ни в деревне, ни в городе, ни в экономике, ни в социальной жизни и так далее. Поэтому социальная роль в данном случае заключается и в этом, и это надо, об этом надо говорить, и об этом надо, это надо учить.